Для организации летнего отдыха детей в Ингушетии выделено 48,5 миллионов рублей, сообщили в правительстве республики. Отмечается, что 3768 детей и подростков примут 3 стационарных и 30 пришкольных лагерей дневного пребывания. В лагерях Эрзи и лагере имени Комарова ведутся строительные и ремонтные работы, которые будут завершены вовремя. Будут созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания детей. Отдыхающих готов принять и Центр «Молодой патриот» в Малгобеке. В Ингушетии построят завод по производству локальных очистных сооружений. Работы планируется завершить в 2026 году. Как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов, этот проект не только создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию промышленности, но и обеспечит наши учреждения, школы и больницы современными системами очистки сточных вод. Это критически важно для сохранения нашей уникальной природы, чистоты рек и родников, которые являются жемчужинами Ингушетии. По его словам, на данном этапе составлен подробный бизнес-план строительства предприятия на 2500 квадратных метров с созданием 100 рабочих мест. Уже разработана дорожная карта, ведется работа над получением разрешительной документации. В Ингушетии активно ведется капитальный ремонт школ. В марте стартовали работы в гимназии номер 1 города Карабулак, Центре непрерывного образования для детей с ОВЗ, гимназии Марем города Магаса, лицее и детском саде города Магаса, средней общеобразовательной школе номер 2 сельского поселения Барсуки и гимназии номер 1 города Назрани. Ремонтные работы охватывают широкий спектр объектов, от фундамента до систем пожаротушения, что обеспечит комфорт и безопасность учащихся и персонала. На следующий год запланирован ремонт еще в 5 школах республики. Правительство России выделило дополнительные средства на решение вопросов жилищного фонда. Их получат несколько субъектов России, в том числе и Ингушетия. Правительство выделило более 3 миллиардов 300 миллионов рублей на программы, связанные с переселением граждан из аварийного жилья. Реализация программ поможет улучшить качество жизни многих семей и развить социальную инфраструктуру регионов. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поручил правительству не выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов, торговых и медицинских центров без проекта парковочных мест. Это решение призвано решить проблему нехватки парковок, которая приводит к пробкам и ДТП. Законодательно установлено, что застройщики обязаны включать в проекты места для парковок. Несмотря на то, что строительство паркингов может быть нерентабельным, это критически важно для улучшения городской инфраструктуры и качества жизни жителей. В честь 32-й годовщины со дня образования Республики Ингушетия Министерство культуры подготовило более 30 культурных мероприятий. Детская художественная школа Назрани представит выставку детских рисунков. Центр культурного развития устроит поэтический час и показ документального фильма об истории Ингушетии. Государственный колледж искусств и мемориальный комплекс жертвам репрессий приглашают на лекции и литературно-музыкальные композиции, а Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева и Музей краеведения имени Тугана Мальсагова организуют выставки, посвященные истории и культуре Ингушетии. Фольклорный ансамбль «Магас» порадует сольным концертом в Назрановском доме культуры. В Малгобекском районе специалисты филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго проводят реконструкцию воздушной линии электропередачи. Эта линия обеспечивает электроэнергией сельские поселения Верхние и Средние Очелуки. В рамках проекта оперативно-ремонтные бригады заменят 13 километров устаревшего провода на современный самонесущий изолированный провод. Также электрики заменят 17 дефектных опор и 57 изоляторов. В Госдуме появились планы внести изменения в использование средств материнского капитала. Они включают возможность направления этих средств на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. В ноябре 2023 года Госдумой был принят законопроект, расширяющий применение счетов эскроу на сферу индивидуального жилищного строительства. Согласно предложенным изменениям, средства мат-капитала можно будет использовать на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. На межрегиональном турнире по боксу в Ставропольском крае ингушские боксеры завоевали 24 медали, 14 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды. Соревнования собрали более 200 спортсменов из регионов ЮФО и СКФО. Тренируют боксеров Ислам Чахкиев, Магомед Зауров и Рустам Брандуков. Ингушские спортсмены завоевали 6 медалей на чемпионате России по панкратиону в Барнауле. Эльджаркиев Магомед Амин и Кхириев Кхири взошли на высшую ступень пьедестала почета, став чемпионами России. Бронзовые медали достались Дудургову Рамазану, Аушеву Исламу, Безееву Магомеду и Миржоеву Амирхану.